Красный пальмовый долгоносик имеет характерную выразительную внешность и распространен на значительной территории Среднего Востока и почти по всему Средиземноморью. Его крупные личинки наносят значительный ущерб пальмовым деревьям. Во многих курортных странах, в частности в Испании, уже более 10 лет ведется борьба с этим видом насекомых. Государство тратит немалые деньги на то, чтобы сохранить пальмовые деревья. На территории Абхазии пальмовый долгоносик впервые появился около года назад в Гагарском районе. Насекомое попало к нам вместе с пальмовыми саженцами, привезенными из Испании. Ранее оно было обнаружено на территории Краснодарского края. Красным пальмовым долгоносиком уже уничтожена большая часть насаждений вокруг пансионата «Солнечный». Экологи бьют тревогу, так как масштабы ущерба, нанесенного насекомым, увеличиваются. Мы получили материал, подтверждающий, что это именно пальмовый долгоносик. Нам удалось вывести несколько экземпляров из пораженных пальм и материала, который был оттуда взят. И таким образом можно говорить о том, что на территории Абхазии существует очень опасный представитель, который ставит под угрозу существование таких декоративных растений, как пальма. Причем этот вредитель поражает все виды пальм, которые произрастают в Абхазии. Это касается самых обычных наших веерных пальм, которые практически повсеместно растут. Это и огромные финиковые пальмы, и бутии, и Вашингтонии. По словам директора Института экологии Романа Дбар, пальмовым деревьям основной ущерб наносят личинки. Они проводят всю свою жизнь в стволе пальмы. Основная проблема заключается в том, что первые признаки поражения выявить трудно. Ущерб можно определить только на более поздних стадиях. На кроне и стволе дерева становятся заметны высверленные отверстия с коричневой клейкой жидкостью и выброшенными наружу пережеванными волокнами. Внутри растения начинается процесс гниения, листья желтеют и увядают. Будучи смертельно пораженным, пальмовое дерево погибает. Он откладывает до 300 с лишним яиц, причем личинки, отродившиеся, они пробуравливают, ствол пальмы и входят внутрь и начинают питаться внутри, пальмового ствола. Через некоторое время они добираются до точки роста, и повреждение точки роста приводит к тому, что пальма погибает. Существует несколько способов борьбы с этим насекомым. По словам Романа Дбара, это административный, механический и самый важный – химический. Применение препаратов рекомендуется начинать использовать уже в то время, когда температура воздуха прогревается до 17 градусов. То есть, когда начинается отрождение взрослых жуков весной, и начинается их активность, лед, откладка яиц. В этот период предлагается уже начать обработку этих насаждений. Сказать, что это простое занятие, нельзя, потому что, во-первых, многие пальмы имеют очень высокие стволы. Обработка их дорогостоящее занятие. Ко всему прочему, препараты держатся на стволах, в самом лучшем случае около 3 недель. Поэтому, для того, чтобы обезопасить насаждение, приходится делать несколько обработок в течение года. Экологи уверяют, что если не принять меры сейчас, то уже в скором времени все пальмовые деревья могут исчезнуть. Институт экологии делает все возможное для того, чтобы решить эту проблему. Роман Дбар добавил, что для этого также необходима помощь из зарубежных специалистов. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.